При том, что ацетилсалициловая кислота, нимесулит, метамизол натрия, другие нестероидные противовоспалительные препараты обладают жаропонижающим действием, но они не используются в педиатрии как жаропонижающие. Поэтому только парацетамол и ибупрофен для снижения жара у детей. Острый отит, танзелит, риносинусит. Третий день научно-практической конференции начинается с лекции о болезнях верхних дыхательных путей в практике врача-педиатра. Назначение цефалоспоринов третьего поколения при острых средних отитах эффект был в 92% случаев. А при назначении 14-15 членов макролидов и цефалоспоринов третьего поколения для орального применения 91-92% случаев были неэффективны. В конференц-зале детской республиканской больницы сегодня говорят и о современных возможностях ранней психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Врач-педиатр Хава Абадиева считает, что такие встречи позволяют обновлять и подкреплять свои знания. Сама в лечении детей старается придерживаться международных стандартов. На данный момент мы обсуждаем риносинусит, кстати, очень актуальная тема. Как отличить бактериальное от вирусного и тактика. И мы обсуждаем, какие руководства, допустим, применяются в Америке, в Европе, ну, скажем так, в странах с передовой медициной. И ориентируемся на них. Всего прилетели 12 высококвалифицированных специалистов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения России. Пока в одной части больницы разбирают теоретическую часть, в другой перешли к практике. Врачи совместно с нашими реаниматологами проводят обследование тяжелых больных детей, обсуждают тактику лечения. Хирурги пусть принимают решение, да? Тот, кто оперирует, тот и принимает решение. Но сделать это просто надо. А вопрос трахеостомы, не трахеостомы. Трахеостома, как может быть? Начальник Центра детской психоневрологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Людмила Кузенкова делится под впечатлением от оснащения детской больницы региона. Врач-невролог отметила, что в медучреждении хорошо применяются методы диагностики для пациентов, созданы все необходимые условия пребывания. Необходимо, во-первых, на мой взгляд, расширять направление детской реабилитации. Детей с детским церебральным параличом, с другими спастическими формами нарушений двигательной активности. И в этом ключе мы должны и ботулинотерапию обязательно присоединить, и присоединить комплексную реабилитацию с применением физиотерапии, лечебной гимнастики, кинезиотерапии. То есть перед нами стоят очень большие задачи. И мне кажется, что мы в состоянии это выполнить, потому что у нас очень хорошее взаимопонимание. Я думаю, что наши доктора обязательно будут помогать вашим докторам. Конференция проходит в рамках реализации федерального проекта развития сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрения инновационных медицинских технологий. За 3 дня были прочитаны лекции по актуальным вопросам педиатрии, проведены мастер-классы по анестезиологии и реаниматологии, более 30 консультаций, а также круглые столы по детской хирургии, педиатрии, неврологии, психологии, иммунологии и вакцинации. С начала пандемии такие встречи не устраивали, а такого масштаба конференция проводится впервые с момента открытия ДРКБ. Тот комплекс мероприятий, который мы провели за эти 3 дня, нужно сказать, что не только стационар участвовал в этой конференции, но и участвовала амбулаторно-поликлиническая часть. Были обсуждены такие актуальные вопросы по неотложной педиатрии. И тот результат, который мы увидим в течение первых месяцев после отъезда наших специалистов, я думаю, будет колоссальным. Врачи Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения России выразили желание и дальше сотрудничать с врачами Ингушетии. И даже готовность проводить не только выездные мероприятия, очные встречи, но и онлайн-консультации. И мы будем совместно добиваться того, чтобы дети вашей республики росли и развивались самым лучшим образом. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24.